Представители из 25 стран собрались на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных водах. Мероприятие масштабное. Среди почетных гостей абхазская делегация во главе с президентом республики Бадрой Гунба. Глава государства в сопровождении министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрея Толбатова ознакомился со стендами участников форума. Кавказский инвестиционный форум – это большая площадка, где ежегодно налаживаются контакты, заводятся новые знакомства, заключаются договоры. И здесь, конечно же, важно рассказывать о своей родине. Так, каждая из стран-участниц представляет собственный стенд. Например, абхазская экспозиция в этом году была посвящена открытию международного аэропорта Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзенба. 1 мая впервые за 33 года возобновилось регулярное авиасообщение с Российской Федерацией. Во второй половине дня экспозиционный стенд Республики Абхазия посетили заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак и полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Их встретил президент Республики Абхазия Бадра Гунба. Приветствую вас. Здравствуйте. Прошу. Уважаемые коллеги, позвольте представить вам один из крупнейших проектов, который реализуется в Республике Абхазия. Благодаря эффективной работе взаимодействия правительства Российской Федерации и Республики Абхазия нам удалось привлечь частного инвестора, с которым был подписан соответствующий документ. И в результате мы имеем вот такую красоту на сегодня. Данный проект предполагает два этапа. Первый этап – это северная часть, которая уже сегодня реализована в части полностью завершенной аэродромной инфраструктуры. С 1 мая регулярное сообщение с Российской Федерацией запущено. Мы ждали этого более 32 лет. С момента начала войны аэропорт наш, к сожалению, не работал. Для нас это грандиозный успех, для нас это пример того, что мы можем развиваться, можем идти вперед и всегда готовы сотрудничать и с частными инвесторами, и с государственными структурами во благо и развития наших отношений и во благо наших граждан. Абхазия рада приветствовать гостей круглый год. На текущий момент аэропорт уже связывает Республику Абхазия с городами Москва и Нижний Новгород, и в ближайшее время ожидается увеличение направлений. Все подходят, спрашивают, всех удивляет проект аэропорта. Очень приятно для всех близость к морю, возможность в период ожидания вылета или пересадок отдохнуть на берегу. Также на стенде представлены товары абхазских производителей, безалкогольные и алкогольные напитки, аджика, чай и продукты переработки фруктовых плодов. В состав делегации Абхазии входит вице-премьер Джансухнанба, министр энергетики Баталмушба и министр экономики Теймурас Микваби. В деловой программе форума участвуют руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, СМИ. Бадра Гунба посетил стенды Юга России, Северного Кавказа и Южной Осетии, где были представлены товары местных предприятий. Президент высоко оценил потенциал промышленного и аграрного секторов, выразив готовность к реализации совместных проектов. На полях форума президент Абхазии дал эксклюзивное интервью старейшему информационному агентству России ТАСС. В беседе были затронуты темы экономической интеграции, туристического сотрудничества и перспектив абхазо-российского взаимодействия. Президенты Абхазии и Южной Осетии Бадра Гунба и Алан Гаглоев в качестве почетных гостей приняли участие в открытии павильона «Кавказ». Президент Бадра Гунба провел серию встреч с представителями правительств российских регионов, представленных на форуме. Он подчеркнул стратегическую важность укрепления связей с субъектами Юга России. Для Абхазии ключевым приоритетом остается всестороннее сотрудничество с братскими народами Юга России, с которыми нас объединяет общая история, культура и взаимное стремление к развитию, сказал глава государства. Сегодня очень отрадно и приятно наблюдать то, как развивается
Кавказ в целом, Северный Кавказ. Это те программы, которые реализуются в рамках поддержки субъектов Российской Федерации. И, конечно же, плоды ощущают жители региона. Очень приятно, что в целом регион перестал быть источником некой опасности. Сегодня совершенно спокойно люди сосуществуют, принимают решения, созидают, улучшают качество жизни. Это очень приятно наблюдать. И мы, конечно же, хотим, чтобы и Абхазия была представлена на таких очень важных экономических форумах. В рамках нашего взаимодействия с Российской Федерацией на территории Абхазии реализуется большое количество инвестиционных проектов. За предыдущие 5 лет более 30 миллиардов частных инвестиций, частного капитала пришло в экономику Абхазии. Инвесторы поверили в нашу страну, реализовывают у нас проекты, и мы, конечно же, будем всячески оказывать содействие, поощрять как и инвесторов, так и внутренних инвесторов, которые готовы вкладывать в свою же экономику. В этой связи я уверен, что у нас перспективы взаимодействия, развития, они безграничны, учитывая близость. Вы знаете, что буквально недавно также был реализован очень важный транспортный проект. Это, значит, железнодорожное сообщение, электричка, которая связала, значит, Сириус и город Сухум. Надеюсь очень, что мы реализуем следующий проект, который будет связывать уже Сухумский аэропорт с Сочинским аэропортом. То есть такого рода проекты, они нацелены на улучшение и качества жизни граждан, проживающих на территории, также и доступность, удобство для туристов, которые посещают нашу страну. В рамках Кавказского инвестиционного форума президент Абхазии Бадра Гунба и зампредседателя правительства России Александр Новак обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, реализацию госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы, ход формирования проектов отраслевых программ социально-экономического развития Абхазии до 2030 года в туристической, образовательной, энергетической, здравоохранительной, социальной сферах. Второй день форума завершился пленарным заседанием, в котором принял участие президент Республики Абхазия Бадра Гунба.